16 солдат, 16 гранат против 15 фашистских танков. В неравном бою они бросились под танки, но свои позиции не сдали. Среди них был Миша Шуктомов, сын коми народа. Серафим Попов. Отрывок из сталинградской баллады. Корке воланке, Волга-ланьте, Пища окиштащ, раніче мусе, Кини, Міша, Шуктома, Вленкуси, Коджув югармос, Джірдиштем нем. Коперт юрте, да пичес фивсуфт, братской губерде, эти сдукчела. Медсолдаты слышпаля в тем ун, ознен торг вещи котер тыштылыс. Семидене медыш озлог, да ос адже чудесное творенье, кычи волгаке цывьящий сдон, сенипуис конкорке сраженье. Но бы Джорич, бы две штурунщи, кута скаштевнем, нимсе солдатлыш, коды олемсе, сыч эзвич, кычес вичес быт из Сталинградлыш. Мой прадедушка Касымов Николай Лаврентьевич родился 30 октября 1912 года в Воронежской губернии в селе Подубровка. В то время в колхозе имени Кирова, сейчас находящемся на территории Липецкой области Усманского района, в селе Подубровка, была всего лишь одна машина – полуторка. Мой прадедушка, обладая хорошими техническими знаниями, получил предложение работать на этой машине. Как только началась война, мой прадедушка оставил семью, жену с 3 сыновьями и поехал на фронт. Первоначально он подвозил снаряды на передовую, а затем стал командиром пулеметного расчета. За время войны он получил 12 ранений и тяжелую контузию. Он освобождал города Будапешт, Прагу и дошел до Берлина. Как закончилась война, он не сразу поехал домой, а остался с другими солдатами восстанавливать город Будапешт. Когда он приехал к себе на родину, его наградили медалями за взятие Праги, за взятие Будапешта и за взятие Берлина. Я горжусь своим прадедушкой и храню о нем светлую память. Геннадий Черкашин. Кукол. Отрывок из рассказа «Кукла». В счастливое довоенное время один ленинградский профессор привез своей внучке куклу, очень красивую. Девочка привязалась к игрушке всем сердцем, а потом началась война и страшная блокада Ленинграда. Из всей большой профессорской семьи выжили только девочка и ее мама. А когда они вернулись из эвакуации домой, оказалось, что их квартира занята чужими людьми, а их вещи распроданы. Девочка увидела куклу Машу в витрине комиссионного магазина. Теперь это была уже не просто игрушка, а символ счастливого времени, которое никому больше не удастся вернуть назад. Дорогой наш солдат, славный воин, боец, пусть ничто твою волю не сломит. Ты ведь чей-то сынок, чей-то брат, отец. Подвиг твой будет Родина помнить. Меня зовут Сметанина Мария. Сегодня я хочу рассказать о своем двоюродном дедушке Левшове Алексее Алексеевиче. Он родился 10 июня 1974 году в городе Инта, Республика Коми. 24 февраля 2022 года была начата специальная военная операция по защите Донбасса. Много людей ушли добровольцами защищать нашу родину от фашизма. В их числе и мой двоюродный дедушка Левшов Алексей Алексеевич. 13 октября 2022 года вместе с другими добровольцами ушел воевать. Сначала он прошел подготовку, а вскоре ушел на фронт. С февраля 2023 года воевал в городе Кременная в штурмовой бригаде гранатометчиком. 3 апреля их группа попала под артобстрел. В этот день дедушка погиб от осколка в грудь. Я очень горжусь своим дедушкой, он для меня герой.
Мой прадедушка Вокуев Алексей Петрович родился в 1926 году в селе Мокча Ижемского района. В 1943 году, когда ему было чуть больше 17 лет, он был отправлен на службу в армию. В годы Великой Отечественной войны он был солдатом 456-го стрелкового полка и 109-го пулеметного отделения. Принимал участие в Выборгской наступательной операции, которая проходила с 10 по 20 июня. За мужество, проявленное в ходе этой операции, он получил медаль за отвагу. В 1944 году прадедушка получил тяжелое ранение в правую руку. После, в 1945 году, их полк был переброшен на войну с Японией. Вместе на войну с моим прадедушкой отправились два его брата – Николай Петрович и Михаил Петрович. К сожалению, Михаил пропал без вести в первые же дни. После войны мой прадедушка Алексей Петрович женился на Павле Яковлевне. Всю свою жизнь он работал в колхозе и был известен как народный умелец. Пока мы помним о них, они всегда будут с нами. Мой прадедушка Серов Владимир Афанасьевич родился 5 апреля 1919 года в Рязанской области, деревне Некрасовка. В 1940 году ушел служить в армию. Война прадеда застала, когда ему было 22 года. Прадед служил моряком. В 1941 году его отправили на Тихоокеанский флот. Там они караванами шли за гуманитарной помощью в Америку. Во время навигации часто они попадали под обстрел врагов. Прадед был несколько раз ранен, но остался жив. Владимир Афанасьевич прошел всю войну и был награжден медалями. Также прадед участвовал в советско-японской войне 1945 года. Несмотря на полученные ранения, которые его тревожили всю его жизнь, прадед дожил до 61 года.